Какие главные навыки медийного человека? Правильно, дикция, артикуляция, умение работать в кадре и раскрепощенность. На таких фестивалях вы и прокачаете эти навыки и круто проведете время. Конкурс организован детско-юношеским телеканалом «Тамыр». Проект реализуется на грант главы Республики Башкортостан. Он проводился по 4 номинациям – видеосюжет, интервью, социальный ролик и фоторепортаж. На конкурс поступила 121 заявка. В нем участвовали как дети, так и подростки от 8 до 15 лет. Как ты думаешь, почему в названии есть фраза «Знай наших»? Я думаю, потому что надо обращать внимание на своих старших, земляков. Как ты думаешь, почему нужно проводить такие медиафестивали? Эти медиафестивали надо проводить, потому что люди же, дети особенно, обучаются разным навыкам. А Тайсал «Знай наших» – это не просто медиафестиваль, это целый медиапроект, который нацелен на продвижение ценностей малой родины. Участники снимают ролики о взрослых, которые приезжают на родину и делают добрые дела, и о ценностях для них самих. Азамат, расскажи про этот фестиваль. Я участвую на фестивале конкурсе Атайсал. У нас, например, сейчас проходит разбор домашних заданий, которые нам задали в прошлый раз, когда у нас была конференция онлайн. Расскажи про свою работу, что ты делал на этом фестивале? Я участвую в интервью. До этого я делал интервью про то, что до этого я рассказывал, как мой дядя помогает с деревней, то, что у него есть огород. Сейчас я рассказывал о нашем тренере по футболу, который помогает нашей школе. Работы на конкурс поступили со всей республики, но прошли только 46 из них. Для тех, чьи работы попали в так называемый шорт-лист, провели мастер-классы по созданию медиаконтента. И теперь здесь, в Уфе, полученное домашнее задание проверяют на разборе полетов и награждают лучших. В наше время навыки в медиа могут понадобиться в абсолютно любой профессии, так что важно их развивать. А такие фестивали – отличная возможность попрактиковаться. Ульяна Елистанова, Нурислам Хариев, специально для Горы новостей.